13 января в Гамбурге, считающемся вторым крупным городом Германии, была проведена акция протеста против репрессивной политики Китая в отношении уйгуров и других мусульман. Около 1500 участников акции проследовали от центрального железнодорожного вокзала до городской площади. В мероприятии приняли участие уйгуры из Мюнхена, представитель Всемирного уйгурского конгресса, глава Народного собрания Восточного Туркестана и представитель информационного центра Восточного Туркестана. Депутат социал-демократической партии Майкл Вайнрайх и представитель Ассоциации народов, находящихся под угрозой, Ханна Шедлер, выразили обеспокоенность преследованиями и заявили, что всегда будут поддерживать уйгуров и другие народы, которые сталкиваются с несправедливостью. Глава Всемирного уйгурского конгресса опубликовал в социальной сети информацию о смерти отца. За последние 15 месяцев я получил второе сообщение о смерти родных. В мае 2018 года ушла из жизни моя мать, находившаяся в китайском лагере. Через 1,5 года из китайских источников я узнал о смерти отца. Я уверен, что мои родители являются жертвами китайского государственного террора. Си Цзиньпинь, Чен Чуанго и Шухрат Закир – убийцы моей семьи и тысяч уйгуров, заявил Долкун Иса. В Стамбульском районе Зайтунбурну был организован футбольный турнир, в котором приняли участие команды иракских туркмен, Восточного Туркестана, тюрков из Афганистана и сирийских туркмен. По сообщениям организаторов, турнир прошел в дружеской атмосфере. В будущем планируется увеличение количества команд. Официальные представители Китая объявили, что вирус, впервые обнаруженный в провинции Хубэй, который схож с острым респираторным синдромом, передается воздушно-капиллярным путем. Руководитель группы экспертов, назначенной Национальной комиссией по здравоохранению, заявил, что 2 человека из провинции Гуандун были инфицированы данным вирусом. Заражение произошло после того, как их семьи вернулись из города Вухань. С другой стороны, японские специалисты заявили, что генетическая структура вируса на 80% совпадает с острой респираторной вирусной инфекцией. Жители Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Таиланда, у которых были обнаружены симптомы данного заболевания, прошли лечение под наблюдением специалистов. В Канаде начался судебный процесс над финансовым директором Huawei, задержанной по просьбе США. Минг Ван Ко, являющийся дочерью основателя Huawei, находится под домашним арестом в Ванкувере. Вместе с нарушением эмбарго, введенным в отношении Ирана, США обвиняют китайскую корпорацию в неполной банковской отчетности. На первом заседании суда будет рассматриваться вопрос, считаются ли обвинения в адрес Минг преступлением как в США, так и Канаде. Пекин призвал как можно скорее освободить финансового директора Huawei. Выступая на пресс-конференции, прошедшей в информационном центре иранского парламента, председатель Комитета национальной безопасности Муджтеба Зуннур заявил, что украинский самолет был сбит из-за человеческой ошибки. «Никакой речи о кибератаке не может быть», – подчеркнул Зуннур. 8 января пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран-Киев, потерпел крушение сразу после вылета из международного аэропорта имама Хомейни. Погибло 176 человек.